Вот сегодня к нам приехал наш друг и коллега Амур Амирханов из Ингушетии, который тоже представит свой фильм. Амур, мы будем приветствовать, что в Ингушетии с этого дня будет твое национальное кино. Спасибо, спасибо большое. Дискриминации по национальному признаку в Советском Союзе нет и быть не может. И Америка. Во всем аппарате объединения Госнефтехим завода работает всего лишь 2 представителя коренных национальностей. А теперь, при объединении с 410-м заводом и мне, с 2 профильными образованиями и опытом, нету места. Пойду вследствие, у нас же их не хватает. Подписывайте. Ну, если бы не было поддержки моих земляков, если бы не было поддержки ингушского народа, никогда бы, конечно, это у меня не получилось. Потому что многие-многие люди, один из них вот Рашид Аушев, мой друг, с помощью которого был организован этот показ, да и много-много ребят, которые пожелали остаться безымянными, помогали деньгами, помогали силой рабочей, помогали досками. В Казахстане, в степи мы снимали за 100 километров вообще. Десятки людей нам приезжали, помогали в горах, в Ингушетии, без газа, без света, без воды, без ничего. Поэтому я считаю это большим чудом и большим свершением для меня лично, что нам удалось это сделать с помощью Аллаха, с помощью ингушского народа. И хорошо, что это кино есть, и это уже никуда не денешь. В общем, вот так. Баркулшан, спасибо всем, кто пришли. В то время здорово запечатлено. Детали. Я тогда не жил, конечно, да, но я старался. Консультант, видно, правильно. Изучал. Художники такие. Да, спасибо. Вот у меня все первое ощущение, что это документальный фильм. Вот документ. Вот правильно ты говоришь, что кино истинно очень документ о трагической истории ингушского народа. Почему еще меня трогает? Потому что для якутского народа переселение по другим мотивам, конечно, это чураптинская трагедия такая, да. Здесь тоже о вере идет разговор и сила духа народная. Такие фильмы рождаются благодаря энтузиастам и патриотам, я так считаю. Потому что мне 56 лет, я, конечно, знаю, что этот митинг был, но многие вещи, кто там участвовал, для меня сегодня стало как бы открытием. Поэтому хочется сказать спасибо, что приехали, потому что национальные республики, они нас много объединяют. Несмотря на то, что разные веры, разный менталитет, много общего есть. Важно, конечно, для будущих поколений, молодого поколения, чтобы они знали, что пережили их отцы, деды, прадеды. И то, что вот Амур, кроме своего творчества, еще и развивает ингушское национальное кино. И человек делает как бы 2 важных дела, да? С таким человеком, с таким фильмом будущее ингушского кино в хороших руках. Спасибо, Алексей. Вот, фильм про любовь к родине ингушского народа. И, конечно, то, что Саха в фильме сегодня, этот фильм показали, вы слышали, наверное, про феномен якутского кино, да, который сегодня развивается. И, конечно, я так думаю, в дальнейшем тоже, я так думаю, якутское кино тоже увидело, что-то взяло, что-то, и, конечно, вам тоже ингушскому кино надо, да? Нам надо сотрудничать. Да, я с вами абсолютно согласен. С якутскими фильмами. Обязательно. Ну, замечательный фильм. Спасибо вам большое. Вот такое вот такие фильмы, вот такое освещение, так скажем, реалий, оно послужит нам всем хорошим примером. Ну, чтобы она мирно разрешилась, вот что мы должны делать таким образом.
Но ни в коем случае мы не должны ни с кем не враждовать, ни с кем не ссориться, ни с кем какие-то действия делать. А вот таким путем, справедливым, честным, вот, добиваться своей справедливости. Obrigado.